Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение самому благородному посланнику и пророку, нашему любимому, господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и нехороших дел. Тот, кого наставил Аллах, поистине тот на правильном пути. Тот же, кого он ввел в заблуждение, тот не найдет в себе ни покровителя, ни наставника. Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — его раб и посланник. Люди делятся на множество видов в вопросе колдовства. Однако мы разберем только 3 вида в отношении к колдовству. Одни говорят, что колдовства не существует. Другие говорят, колдовство реально. Третьи же колеблются, не могут определиться и поддержать ни одну из сторон. Они не знают, существует колдовство на самом деле или нет. Эта тема у многих людей вызывает сомнения. Почему? В чем причина? Причина в том, что в период до нашей эры существовали философы, врачи и колдуны, которые находились в постоянном конфликте между собой. Колдуны колдовали. Философы говорили, что колдовства нет. Врачи также отрицали колдовство. Врачи принимают только болезни и все, что связано с медициной. Философы подходили ко всему с точки зрения логики, анализа и так далее. Колдуны же занимались своим делом, верили в то, что делают. Результаты их деяний подтверждают это. Та же ситуация повторяется и в наши дни. Мы видим, что сегодня многие люди верят в существование колдовства и колдовских дел. Другие же не признают его, считая его сказками прошлого. Третьи же в сомнениях между этими двумя группами. Однако колдовство, оно реально, и на это есть факты и доказательства. Это своего рода наука, которой учатся и которую преподают. И мы являемся свидетелями тому, что на этом земном шаре в разных странах действуют школы колдовства, и среди них школы в Индонезии, России, Китае, Индии, Европе, Африке, арабских странах. Школы колдунов имеются в любой стране, однако они секретные. Информация не распространяется. Об этих школах знают только те, кто обучается этому делу и вообще как-то связан с колдовством. Существование колдовства можно доказать разными фактами. Один из важных фактов — то, как оно действует на тело человека. Колдовство может быть сделано на какое-либо пространство, место или на какую-либо вещь. Некоторые могут спросить, как же можно колдовать на пространство или место? Допустим, между двумя мужчинами произошел спор относительно определенной квартиры. Они идут к судье, он решает, что квартира принадлежит одному, но не другому. В результате, не получивший имущество человек насылает на эту квартиру порчу или прибегает к колдовству, чтобы в этой квартире никто не мог ужиться, ее не могут продать, и она остается заброшенной. Это то, что касается колдовства вещей и мест. Что же касается колдовства на человека, оно действует на тело человека, или воздействует на сердце, или воздействует на разум. Аллах, свят Он и велик, говорит: они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы. И они обучали людей колдовству. Кто же обучал людей колдовству? Шайтаны обучали людей. Чему обучали людей? Обучали колдовству, а также тому, что было ниспослано 2 ангелам. Так почему же они обучали этому? Почему? Чтобы разлучать мужчин и женщин. Или чтобы предоставить людям то, чего не существует на самом деле. Таково действие колдовства. Аллах, свят Он и велик, сказал: они околдовали глаза людей. То есть колдовство действует на зрение людей. Во времена пророка Мусы, мир ему, когда колдуны кидали посохи и веревки, из-за действия колдовства людям казалось, что эти посохи двигаются, несмотря на то, что это веревки и посохи, и они не обладают подобными качествами, так как являются безжизненными предметами. Однако людям представилось, что эти предметы двигаются и перемещаются по причине колдовства. Это также является доказательством того, что колдовство реально. На пророка, да благословит его Аллах и приветствует, наслали колдовство. Это сделал иудей Лабид ибн Асам, да проклянет его Аллах. Пророку казалось, что к нему приходят некоторые из его жен, но на самом деле этого не было.
Однако он обратился к Аллаху, просил Аллаха, обращался с мольбой, как передается в хадисе от Аиши, да будет доволен ею Аллах, после чего Аллах, свят он велик, излечил его. Это то, что касается доказательства существования колдовства. Тот же, кто говорит, что колдовства не существует, на самом деле не понимает, что говорит. Прошу у Аллаха даровать нам и вам удачу и успех. Это то, что мы хотели рассказать. Все, что было сказано правильно, то это только по милости Аллаха. А то, что было сказано ошибочно, то по моей ошибке или наущению шайтана. А Аллах и его посланник к этому не причастны.